Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Осенью в Якутии в период межсезонья наступает сложный аппарат транспортных перевозок. Рекомендуется планировать поездки с учетом сроков закрытия паромных переправ. Сроки закрытия переправ ежегодно корректируются в зависимости от гидрологической обстановки и природно-климатических условий. Сегодня мы поговорим о том, как будут организованы пассажирские перевозки в республике в период межсезонья. Гость в студии Семен Коркин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Семен Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, как прошла навигация этого года, какая работа была проведена для ее успешного прохождения? Да, действительно, у нас навигация 2024 года отличалась от предыдущей навигации, поскольку гидрологическая обстановка, сама прохождение, метеорологическая обстановка, она определенные нюансы вносила. У нас план составлял 1 200 000 тонн. На сегодняшний день весь объем грузов до пунктов назначения доставлен. Были сложности, это, конечно, в первую очередь, это на реке Яна, где у нас наблюдается последние годы очень маловодный сезон. Это цикличность, порядка 3-4 лет уже мы здесь сталкиваемся с такой гидрологической обстановкой. Есть определенные не то что проблемы, а возможности, которые это строительство атомной станции, у нас дополнительный объем здесь увеличился. Если сравнивать с предыдущими годами, например, если на Яне 150-140 тысяч мы завозим, то дополнительно это где-то 62 тысячи тонн мы для генерального подрядчика Росатом Оверсис ГСПИ 62 тысячи тонн дополнительно должны завести. Поэтому подготовка была с учетом этих задач. На Эндигирке, на Колыме тоже в отличие от предыдущих годов стабильно прошло. На Баровом участке, именно на Эндигирке, у нас земснаряд очень хорошо отработал, и сгонно-ветровые явления не так уж сильно влияли, как на Яне и на реке Лена. Для сгонно-нагонных ветров оперативно земснаряд передислоцировали. Здесь это два земснаряда 4000-ника работали в определенный период, и тем самым в сентябре гарантированные габариты выполнили. Что касается железнодорожного транспорта, тоже очень зависит от период, поскольку у нас железнодорожный транспорт до станции Нижний Бестях дошел, у нас логистика чуть-чуть, можно сказать, поменялась. Ранее мы работали в основном со Сестрова, сейчас уже грузоперевозки у нас со станции Нижний Бестях. Налив, например, продукты питания там и так далее, в основном идут со станции Нижний Бестях. По объему, если смотреть, уже по аналогии с предыдущими годами на порядок на 10% уже больше обработали. Тем самым сказывается то, что железнодорожники тоже со своей стороны очень хорошо поработали. Мы в этом году уже испробовали новый федеральный закон о северном завозе, что способствует, можно сказать, скорейшей доставке грузов назначения в республику. Оперативные штабы РЖД взаимодействия, несмотря на ограничения, которые были введены на инфраструктуре железных дорог восточным полигоном, связанным с ремонтом, мы удалось доставить, например, авиатопливо, продукты питания. На сегодня, 17 числа, это вчера, прибыл последний контейнерный поезд. Это уже в сроке, можно сказать. Сегодня у нас обстановка уже снимается. Это от Якутска до Верховья, до Передуя. Тем самым последние караваны судов у нас пункт назначения для безопасного стоя идут. Они уже прошли сложные участки до Жиганска, и сейчас именно остался участок Житай-Жиганский, где более такой мягкий, можно сказать, ледовый покров имеется, поэтому они уже гарантированно дойдут до пункта назначения. На реке Колыма, на Яне, на Эндигирке уже суда на безопасном стое стоят, поэтому следим, чтобы суда зашли и уже перезимовали и уже готовились к следующей навигации 2025 года. Если говорить о состоянии речного флота нашей республики, в каком он виде сейчас находится? Конечно, инфраструктура речного флота на сегодняшний день более 40, износ есть большой определенный, но ведется у нас строительство Житайской судоверфи. В планах, если даже говорить, то, что мы в этом году должны завершить строительство Житайской судоверфи и уже должны, грубо говоря, начинать уже строительство нового флота. Что касается пассажирских судов, например, у нас тоже с тем же Минпромторг России
есть определенные программы, методы по льготному лизингу. И вот, например, в 2021 году 2 Валдая построили для нужд республики. Сейчас в стадии строительства 1 метеор находится, который должен вестись в 2025 году. Уже есть определенные договоренности там и так далее, поэтому мы ждем пополнения. И в этом году 3 дебаркадера, это у нас исторически, можно сказать, за последние 40 лет, ввели, и сейчас завершили строительство, и на верховьях, на реке Лена находится, и должны вот навигацию 2025 года уже установить на причалах, чтобы они, в первую очередь, Ленские столбы, Нижний Бестях, там, будем понемножку обновлять. По грузопассажирским то же самое, у нас планы грандиозные, в производственном плане Житайского судоверфи мы должны вот, понемножку, но отрабатывать, в том числе вот федеральными институтами, лизинговыми предприятиями, чтобы обновление флота было. Ну, теперь о паромах, да. Основная паромная переправа будет работать до конца октября. Вот сколько судов будет задействовано? Изменится ли вообще режим работы паромной переправы? Да, действительно, паромная переправа, как ранее говорили, у нас уже на Вилюе, например, сегодня в очень тяжелых условиях работает. Уже, скорее всего, на Нюрбе сегодня до обеда поработают, на Верхневилюйске уже практически, вот вчера практически последний день, сегодня, если выполнить 1-2 рейса, то это уже хорошо будет. На Алдане тоже самая ситуация, практически уже отрицательные температуры в ночное время очень хорошо себя дают, и ледовые явления уже появляются, например, уже погода диктует, отрицательная температура у него сказывается. Что касается реки Лена, у нас обстановка сегодня снимается, как я сказал ранее, да, и уже суда будут работать вне благоприятных условий. Но 20 января принципиально паромщиками, перевозчиками приняли для себя решение, то, что по летним пока тарифам мы работаем, и 21 числа уже будем по погоде смотреть, и уже тарифы межсезонья будут, и, соответственно, с учетом появления ледовых условий там, и так далее, количество судов будет сокращаться, и изменено будет график движения, не летнее расписание будет, а чуть-чуть увеличим время погрузки. Например, летний период 30 минут погрузка была, а в осенний период до 40-45 минут там, и так далее. Вот, такие корректировки будем делать. Ассоциация ям, например, грузоперевозками занимается. У них 5 паромов. В эти выходные на стой станут маленькие суда, можно сказать, 2 единицы, большие 3 судна до первых ледовых явлений будут работать. То, что касается паромов, у нас в этом году удалось все-таки расширить причалы накопителя. В Нижнем Бестяхе построили пункт ожидания для пассажиров. Там отдельный именно пункт питания организован с бытовыми условиями. В туалет можно сходить, например, руки помыть хотя бы, чтобы для удобства граждан. И в этом году еще отрабатывали вопрос оплаты на берегу. В этой задаче у нас с следующего года цифровизация отрасли у нас тоже вот идет параллельно, можно сказать, и будем в следующем году тоже отрабатывать. Но что касается межсезонья, действительно, погода очень сильно диктует. Например, на этой неделе наблюдали очень высокий снеговой запас, например, на территории Амурской области, это на Горной, и на территории Нерюнгрийского района был определенный затор, поэтому надо готовиться к худшему. Если погода чуть-чуть позволит, то дальше это лучше будет. Поэтому в прошлом году хочется напомнить то, что у нас переправа Якутск-Нижний Бестях работала до 30 октября. И далее будем в этом году тоже наблюдаем за погодой, чтобы будем совместно с гидрометом, надзорными органами тоже выезжать, смотреть, принимать решения о работе паромной переправы, тоже исходя из погодных условий. Что касается паромной переправы, грузовой переправы Житай-Техтыр, на сегодняшний тоже определенная подготовительная работа ведется. Здесь наш региональный перевозчик ЛОРП занимается. Суда, паромы, ледоколы готовы. Причалы сейчас, последние штрихи проводятся. По подъездным дорогам у нас региональные к причалам, поэтому здесь управление автодорог тоже подрядчик определен. Ответственные люди назначены и работают в установленном порядке. Ну, в любом случае, когда станет известно об изменениях конкретно, мы об этом обязательно сообщим нашим телезрителям. Но какие меры принимаются министерством и другими заинтересованными структурами для совершенствования работы паромных переправ у нас в Якутии? Для совершенствования паромных переправ у нас есть соглашение совместное с муниципальными образованиями, администрациями города Якутск.
В следующем году, тоже в этом году мы отработали проектно-сметную документацию, она находится на сегодняшний день глаз госэкспертизы. Это хотим все-таки обетонировать и плиты, дорожные плиты установить на самом накопителе, что будет, например, способствовать повышению услугам. И далее будем отрабатывать по взаимодействию с перевозчиком в части вот цифровизации, дополнительных камер именно в других паромных переправах. Такие планы у нас на сегодняшний день в министерстве имеются. А вот как будут организованы пассажирские перевозки в период межсезонья? Пассажирские перевозки, да, действительно у нас тоже вот на сегодня уже изменен график работы Рукавишникова, это первое. Постепенно будем переходить на суда на воздушной подушке. На сегодняшний день у нас завершающая стадия — это причал Намыв, так называемый, на 204-м микрорайоне, это 204-м микрорайоне города Якутска, где у нас реконструкция набережной проводится за счет дорожного фонда города Якутска. Министерством выделено 200 миллионов, порядка 240 миллионов на реконструкцию. Именно с этой причальной сооружения, например, уже остановка будет организована, 17 автобуса и тройки, которые будут останавливаться рядом с причальными сооружениями. Пункты ожидания тоже вот в планах есть обустроить, пункты питания определенные сделать. Ну, на сегодняшний день как бы спуски и так далее все организовано, поэтому такие мероприятия проводятся. Со стороны Нижней Бастяха у нас причал организован, там пункт ожидания тоже имеется. С перевозчиками определенные тоже совещания по безопасности, по организации перевозок, все проведены с точки зрения вот, ну, проверок, организации вот, именно соблюдения, регистровых документов, чтобы провели. Такие у нас перевозки, в том числе организованы на реке Лена, это Кангаласы, Сотенцы, на реке Алдан тоже такие же перевозки у нас индивидуальные перевозчики занимаются, и на реках Блюй тоже такие перевозки перед межсезоньем занимаются. Они достаточно востребованные являются, поэтому для себя считаем то, что вот потихоньку будем тоже увеличивать. Сейчас главное благоустройство пунктов ожидания, можно сказать, отработали. Далее будем наращивать по количеству судов. Дополнительно отрабатываем в рамках формирования бюджета тоже закупку дополнительных судов на воздушных подушках, чтобы в последующем видим то, что муниципальным образованием тоже есть определенная потребность именно в судах на воздушных подушках для организации перевозок в межсезонье, например, в том же Верхнехаянском, Момском районе и даже вот в Алекумском районе есть труднодоступные населенные пункты, где нужны вот такие перевозки именно перед межсезоньем. Поэтому не стоим на месте, а вот, будем проводить работу. Ну что ж, действительно, начинается сложный период, межсезонья. Якутяне об этом периоде знают. Семен Николаевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем пройти этот период достойно, и чтобы не было никаких происшествий и трудностей. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.